Для меня, как для офицера, который послужил значительное время в вооруженных силах, военных операций, первый праздник для меня дорогой, потому что я знаю, какой ценой и с чем офицеры идут на этот праздник, потому что это мужество, это доблесть, это отношение к родине, это отношение к близким. Поэтому я считаю, что нужный, важный праздник защитников Отечества. Торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества, объявляется открытым. Сегодня в этом зале собрались те, кто всегда являлся опорой и защитой нашего государства, кто сегодня несет боевую вахту, обеспечивая безопасность России. Мы поздравляем наших дорогих ветеранов. Они одержали победу в самой кровопролитной войне 20 века. Отечество на фронтах Великой Отечественной защищали более 600 тысяч кировчан. Это в то время каждый четвертый житель области. 258 тысяч кировчан погибли. Более 200 человек, наших земляков, удостоены звания Героя Советского Союза, а 43 кировчанина – полные кавалеры Ордена Славы. В этом зале те люди, которые свой опыт, свои традиции передают молодежи, а наша молодежь нас не подведет. Разрешите мне от себя лично, от депутатов Кировской городской думы, от наших ветеранов, от всех, кто служит, кто готовится к службе в армии, поздравить вас с Днем Защитника Отечества. Это поистине всенародный праздник. С праздником вас, дорогие наши друзья! Осталось пару имен, те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни